Маршал Дышев, здравствуйте. С вами Табар Хаджимурадова. Я приветствую всех, кто смотрит итоговую программу «Новости 7» на канале «Грозный». Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях республики за неделю. Смотрите в этом выпуске. Очередной визит полпреда. Дань уважения погибшим и инспекция по восстановленным объектам. Здравствуйте. Особое внимание уделили молодежной политике. Большая работа ведется по противодействию терроризму и экстремизму. ИГИЛ против ислама. Открытое письмо мусульманских ученых лидеру группировки. Доказано письмо Тухус. Как остановить сирийские настроения среди молодежи? Власти вновь бьют тревогу. Дела сердечные. Будете вставать, ходить, пить. Национальный год борьбы с болезнями сердца стартовал. С чего начнут снижать уровень смертности? У нас есть все необходимое оборудование. И как остро стоит эта проблема в Чечне. У нас примерно такая же и смертность, как и в других регионах. Первый лагерь в горах. Наша задача – помочь этим ребятам. Кизиной Ам на несколько дней стал местом для духовного воспитания. Разъяснять им ислам как воинственную религию. Спорт, религия, культура. Что еще в программе? Чем закончилась большая молодежная встреча? Чеченская делегация, в числе которой депутаты Госдумы, Республиканского парламента, министры, представители молодежных движений, приняли участие в массовой патриотической акции «Антимайдан», которая прошла накануне в Москве. По данным МВД России, в движении участвовало более 50 тысяч человек со всей России, начиная от Калининграда и заканчивая Владивостоком. В годовщину Майдана люди пришли, чтобы открыто во всеуслышание заявить о своей готовности защищать Россию от деструктивных действий прозападных сил и высказать свое решительное «нет» цветным революциям в России. Участники акции в один голос заявили, что не допустят повторения украинского сценария в нашей стране. Никаких Майданов в России не будет. Чеченскую делегацию сопровождала и съемочная группа телеканала «Грозный». Россия! 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 По поручению Рамзана Ахматовича, главы Чеченской Республики, здесь собралась с Москвы, с регионов, с Чеченской Республики. Очень приехало много молодежи, студентов. Мы видим, что происходило и в Грузии, и в Украине. Поэтому весь этот народ сегодняшний, который собрался здесь на этом митинге, на этом Майдане, он собрался против этого Майдана. Мы за мирную, процветающую Россию. Пусть восторжествует справедливость. Специальный репортаж об участии чеченской делегации в антимайдане смотрите на нашем канале в ближайшие дни. На неделе Чечню посетил полномочный представитель президента России в СКФО Сергей Меликов. Главная цель визита – это заседание Совета по молодежной политике. Для обсуждения насущных вопросов в Грозный съехались представители молодежных организаций со всего Северного Кавказа. Наша республика для этого была выбрана не случайно. По словам Меликова, здесь успешно решаются вопросы духовно-нравственного воспитания. Подрастающему поколению уделяется много внимания. Приезд полпреда ограничился не только этой встречей. Подробнее Илина Халидова. С рабочим визитом полпред Сергей Меликов в Чеченскую Республику приезжает уже не первый раз. Начиная официальную часть, гость вместе с главой региона первым делом посетил памятник советскому солдату на Братской могиле. Затем направился в Республиканский дом печати. После событий 4 декабря за рекордные сроки здание значительно обновилось во внешнем и внутреннем оформлении. Здесь у нас вести республики. А вот в доме печати, получается, каждый этаж за каким-то изданием? Да, за каким-то изданием, да. У нас есть НТВ, Первый канал, и Тартас, РИА Новости. Мы сейчас обновляем, молодежь подтягиваем. Из окон Дома печати полпреду показали здание телерадиокомпании «Грозный». Новый действующий корпус, оснащенный самым современным оборудованием. Далее представительная делегация решила узнать, как обстоят дела в 20-й школе Грозного, которая восстанавливалась параллельно с Домом печати. Ее также отстроили за рекордно короткие сроки и оснастили всем необходимым.
Как ваша школа? Жаловаться нечем. Все хорошо, Рамзан Ахматович. Потихонечку занимаемся. После каникул начали свои занятия. Дети довольны, что учебный процесс в своих стенах. Пообщались гости со школьниками, ознакомились с условиями обучения и успеваемостью. Здравствуйте. Здравствуйте. Салам алейкум. Тебя как зовут? Маша. А у тебя какие оценки? Пятерки? Ты будешь математиком, наверное? Ботаником будешь, да? Что ты делаешь? Ты делаешь дома? Будешь? Все, буду так. Соседи вору уже дома. Проекторы, интерактивные доски у нас были, но сейчас у нас все новое оборудование. Нам дали. Да, после этих событий, после восстановления запускали школу уже совсем оборудование. Да, ребята, вот Рамзан Ахматович на самом деле детей и школу очень любит, поэтому за такой короткий срок все восстановилось. Здесь же Сергей Меликов обещал подарить учебному заведению собрание сочинений одного из великих русских классиков. Хотим в Пятигорске собрать в марте месяце преподавателя русского языка, ну вот в свете тех вещей. Рамзан Ахматович, если можно, вот директора школы сюда отпустить, а мы там подумаем, как-то человеку сказать спасибо. Хорошо. Хорошо? Спасибо. Впрочем, ключевым пунктом поездки стало проведение в Грозном заседания Совета по молодежной политике и подготовке к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Этим темам было уделено особое внимание. На встрече Меликов подвел и некоторые итоги по объектам, которые ему удалось посетить за время пребывания в Грозном. Полпред выразил слова признательности в адрес главы республики, который не словами, а поступками показывает чувство патриотизма и любви к народу. Я хочу выразить признательность, благодарность и Рамзану Ахматовичу, и руководству республики, и тем общественным организациям, которые приняли участие в восстановлении памятников нашим погибшим воинам. В кратчайшие сроки восстановленный объект, который является информационным центром Чеченской Республики, ну и школа. Дети только неделю не находились в своих классах. А после каникул зимних они пришли в новый класс. Когда мы говорим о кризисе, когда мы говорим о каких-то экономических там вещах, можно понять, что на самом деле кризис присутствует, наверное, не в экономике, не в финансовых сферах, а в разуме некоторых людей. Здесь, в Чеченской Республике, в Грозном, этого нет. В вопросах молодежной политики глава республики отметил, что это одно из приоритетных направлений в деятельности региона. В Чечне сегодня активно ведется работа по воспитанию здоровой и образованной молодежи. В Чеченской Республике уже 2 года идет реализация единой концепции духовно-нравственного развития подрастающего поколения. В ее основе лежит воспитание молодежи в духе патриотизма и любви к родине, уважение к ее истории, традициям и верованиям. Большая работа ведется по противодействию терроризму и экстремизму, искоренению таких неприемлемых для нашей культуры явлений, как наркомания и алкоголизм. Относительно реализации молодежной политики выступил и руководитель администрации главы и правительства Чеченской Республики. По словам Магомеда Даудова, работа по борьбе с экстремизмом в регионе ведется, но нужно четко определить направление этой деятельности. Самая большая проблема, можно сказать, России – это отток нашей молодежи в Сирии. У нас, по последним данным, больше 3000 молодых наших ребят участвуют в Сирии. Вот. И мое такое предложение. Мы недавно круглый стол в Грозном провели с участниками, так скажем, этого движения. У нас человек 9-10 оттуда вернулись. Вот в этом направлении мы могли бы посодействовать, собрать молодежь. И могли бы вот такую встречу в Грозном провести. На самом деле это очень серьезная проблема. Мы ее даже с учетом ее серьезности, я считаю, что она заслуживает отдельного внимания. Но коль такое предложение поступило, необходимо, наверное, к этому вернуться. Представляете, 3000 молодых ребят, им, как правило, до 30 лет, а то еще и моложе. Мы 3000 молодых ребят потеряли. Силовыми вопросами мы эту проблему не решим. Ее нужно решать до того, как она состоялась.
Не оставили без внимания вопросы касательно опыта проведения форума «Машок», дальнейшей поддержки и продвижения наиболее перспективных проектов и воспитания думающей молодежи. Таким образом, встреча позволила как ближе ознакомиться с проблемами в области молодежной политики в регионах, так и выработать дальнейшие шаги их решения. Элина Халидова, Абубакар Збараев, Новости 7. На неделе мусульманские ученые, основываясь на Коране и хадисах, доказали, что действия представителей так называемого исламского государства не имеют ничего общего с исламом, а наоборот противоречат ему. Они направили открытое письмо за подписью 126 богословов лидеру этой группировки Аль-Багдади. Свою точку зрения выразил и глава Чеченской Республики. Он отметил, что данное письмо – это большой труд, который заслуживает внимания каждого мусульманина, если ему не безразлично то, что творят на Ближнем Востоке враги ислама. Рамзан Кадыров затрагивал на неделе сирийскую тему не раз. Он встречался по этому поводу и с силовыми структурами, и с молодежными организациями. Слово Адаму Хаджиеву. Противодействие экстремизму и терроризму – одна из ключевых задач республиканского МВД. О том, как нужно бороться с этим злом, на неделе говорил Рамзан Кадыров. На совещании в администрации Шалинского муниципального района глава региона отметил, что только личным примером можно подвигнуть других к законности и правопорядку. Это же касается и религии. Затронул Рамзан Кадыров и ситуацию вокруг так называемого исламского государства. По его словам, новая террористическая организация, созданная спецслужбами США, стала головной болью для многих государств. Лжепроповедники посредством сети интернет вербуют сотни молодых людей по всему миру. Нистик дюч, не только да там молодыч, молодец, что любой человек, командир, да, спортсмен, да, любой человек дюч, чук, хаузе, хардух, бошлана, сейчас мелла бер кетрок ти уворя, иш гылт да баба билой да. Да я бер ти да ратто бол да та дух курил да чё, вай да дух кудан, вай сектор там баба билой чавен ясность картинки да, республики дошел да, ясность лавен да стон, он да ху да проблемное направление, вайн Ханс Му баба бизаха вайн уже да ху программ эти заха вайн концепция да ху изменения я заха вайн да стон. Доступ в интернет не только благо, но и угроза. Негативному влиянию со стороны в первую очередь подвержено подрастающее поколение. Эту тему глава региона поднял и на встрече с руководителями молодежных общественных организаций. Группа шведана. Ну, назваешь «Ислам – моя жизнь», «Меняденек Бостон», «Самуш» назваешь «Что тахтона». Хавалич из группы «Нешках». Моссу ерчка рибуш, 17, 18, 16 лет. Царь и молодежь дона, ах шесть тау дона, теченешен, яхито ерч хизбох дона. Царь дудел ершвой бешпол бабу из дона, кезик бабу дастон. Дати шу кезик бисен, трюдауш практически дона, молодежь не стона. Аш мелла дона, царь бешпол, царь и царь дона, сайч царь дона, контакт ер групп, шели царь, моссу царь хум шуга дона. Царь ну аборт беши дона, царь нацаресквой дона. Нужно разговаривать с молодежью на их языке, подчеркивает Рамзан Кадыров. Общение должно быть простым и доходчивым и проходить преимущественно в сети интернет, отметил глава республики. Такой подход многие аналитики считают новым витком в работе по духовно-нравственному воспитанию молодежи. Важно то, что глава республики в этот раз сказал, что нужно проводить с каждым работу персонально. То есть нужно вот ту несистемную молодежь, которая существует на сегодняшний момент, либо нужно работать с каждым отдельно, персонально, либо же каким-то образом заинтересовывать их, собирать в некую группу, то есть встраивать в ту же систему и уже потом проводить вот эту вот работу. Вот мне кажется, это важный аспект нынешней работы, которую сегодня заново актуализировал глава Чеченской Республики. Коснулись на встрече с руководителями молодежных организаций и темы вступления молодых ребят в вооруженное сопротивление в Сирии. Многие из желающих воевать за религию совершенно не владеют информацией о том, что действительно происходит в зоне конфликта. Mu Hansru Sudan. Sacha Hansru ist das gesagt. Und das sind sogar ich Buitzer. Zu Roshit im Spes Buitzer Sudan. Schat han genug schat, da wordt nog zu islamse государство, ha, da wordt aan. Roshi ali Spes dan. Busel bubos vol nabo. Horan chuet Spes, u da buur Spes dan. Busel bubos nabo.
История Саида Можаева скорее исключение, чем правило. Поддавшись влиянию вербовщиков, он отправился в Сирию. Но по прибытию на место военных действий Саид осознал свою ошибку. По счастливому стечению обстоятельств ему удалось вернуться домой. За свой необдуманный шаг он поплатился 8 месяцами лишения свободы. И это вместо 2 лет. От этого срока Саида спасла явка с повинной. Хотел бы обратиться также к родителям, наших молодых людей, чтобы уделяли внимание, своим детям, чтобы именно вот этот интернет, служит всему. Вот люди занимаются вербовкой, вербуют молодежь, чтобы они в дальнейшем, участвовали в этих боестолкновениях, в которых гибнут молодые люди. Вообще непонятно, за что они туда едут. Экстремистская идеология боевиков группировки «Исламское государство» уже давно подвергалась резкому осуждению мусульманского сообщества. О том, что эти действия не имеют ничего общего с исламом, говорит множество фактов. Ведь от их рук страдают в первую очередь сами мусульмане. Стремление установить транснациональное исламское государство в Ираке и Сирии привело к множественным смертям и разрушениям. تار بوصل دين تار مرشو يعقشلو بوصل دين مرشو جوش نيزنا جوش أتار ملا تار بيز بوصل دين شو بحكناش شو أربعة شو مش لدو تار نخ боюсь. Ничего хорошего нет, люди страдают. Она признана террористической организацией. Все конфессии, все богословы, в том числе и исламский мир, осуждают их действия. Хочется сказать, чтобы молодежь не поддавалась на эти провокации. 126 мусульманских ученых в открытом письме подтверждают, что так называемое исламское государство не имеет ничего общего с истинным исламом. На 18 страницах обращения религиозные деятели опираются на аяты из Корана. قرآن إشنيس بوش سهلر قرآن مع النيس تيش سهلر شيء متى دوش متى اعتار إدالوش سهلر إبيل جلدنا سوتيا كرسنا خدور تشين ديزر حية ترتر تديزر كرسنا لدو عدي ترتر إنكر لو يورتر إسنا تحقق وحايو توجع وعديتو أس إكيخ تبقى ديش نوچنا ده كذا دين دويزة نچينايشي ستودينتو عرب ما تخشول إسلامسكي نوكش عامو ولولو تسونا خون دولشو أتمت تداقن يازن بسمودو أصدق خلش ما تعداس إبريود دي شيء إديش وعدل شيء متعلم شديش شيء ناقن بيلقل داق شيء مصر ماشي دليل شيء حدا لوش بيلقل داش تستطيعها إديش رسي شو بيدا غربو نيس يازنا دكازن بسمودو. Глава Чечни на своей странице в Инстаграм отметил, что данный труд заслуживает того, чтобы его прочитал и изучил каждый мусульманин. Письмо содержит глубокий анализ высказываний главарей группировки и их реальных действий. На его основании известные ученые со всех концов света спрашивают у Аль-Багдади, кто дал вам власть над Уммой? Ваша группировка? Если это так, то на каком основании группа из не более чем несколько тысяч человек назначила себя правителем для более чем 1,5 миллиарда мусульман? Для того, чтобы каждый житель нашего региона мог ознакомиться с содержимым послания, его планируют опубликовать во всех региональных средствах массовой информации. Информирование в современном мире стало спасательным кругом для тех, кто стоит на краю пропасти. Она же является и барьером перед необдуманными поступками и дорогой в никуда. Адам Хаджиев, Магомед Сулейманов и Абубакар Зубайраев. Новости 7. В Грозном открылся магазин, в котором в широком ассортименте представлены военная одежда, техника и оружие. Первым его посетил Рамзан Кадыров. По его словам, такого он еще нигде не видел. Магазин, по словам помощника главы по силовому блоку, действительно не имеет аналогов на Кавказе, да и по всей России таких всего лишь несколько. Это будет не просто торговая точка, на ее базе в будущем планируется наладить обучение силовых подразделений. Ислам Магомадов подробнее. От ассортимента товара разбегаются глаза. Здесь собрано все лучшее для сотрудников силовых структур. На открытие специализированного магазина профессиональной экипировки и обмундирования прибыл глава республики. Рамзану Кадырову показали самое современное оборудование для спецподразделений. Это роботизированная система «Скоробей». Она предназначена для сбора оперативной информации в местах, которые наиболее сильно подвержены риску для сотрудников спецподразделений. То есть это нужно, вот, допустим, если захвачен, например, какое-то здание большое, там находятся шайтаны. Вот это передняя камера, вот. Передняя, задняя камера, камера слева, камера справа, так, и управление, вот она ведется. Мы запускаем туда робота, и он нам дает всю картину. Тут 4 камеры стоят по периметру.
любую камеру можно включать и, не заходя в помещение, уже знать, где находятся, располагаются шайтаны. Также, чем хорошо, его прям можно по лестнице спускать, он будет, даже если переворачиваться, камера все равно будет вставать в нужное положение, так как нужно. Зарекомендовалась очень хорошо, уже много где была испытана, и вот она у нас здесь тоже в магазине представлена. Перчатки для разных полевых условий, боевые рубашки, спецодежда для снайперов, средства бронезащиты и приборы ночного видения. Это только часть предлагаемых товаров. Имеются в магазине и различные образцы вооружения с улучшенными характеристиками. Это во что может превратиться красавчик. Причем это еще не конечно, нам не все еще пришло, мы еще изменим здесь приклад. А так, это вот пулемет на все случаи жизни. То есть здесь есть и очень мощный осветитель с стробоскопом, с ночной веткой. А батарейка сколько держит? Долго держит. Вот эта батарея беспрерывно работает 4 часа. 4 часа беспрерывно работает. И очень мощно. Он бьет на 500 метров. 500 метров, 500 метров, да. Очень мощный. И он становится гораздо более удобным, насыщенным. И вот этот, например, дульный тормоз компенсатора, он уменьшает отдачу. То есть кучность его гораздо сильнее повышается. В наличии у продавцов и самые современные средства, которые существенно облегчают задачу силовиков при проведении спецоперации. Вот одна из последних разработок, очень серьезная вещь, она нужна для спецопераций. Свет очень мощный, если включить и направить на глаза, то можно сжечь сетчатку глаза. Он нужен для того, что, допустим, проводится спецоперация в каком-то большом, например, здании. Просто из-за угла ее вот выставил, направил как нужно и включаем. Свет очень мощный. Можно в режиме стробоскопа включать его. И он сразу деморализует противника. То есть противник уже не может просто вылезти. Во-первых, он себя засвечивает, во-вторых, ему вообще ничего не видно будет. А если они его даже и попытаются расстрелять, они себя демаскируют. И мы можем по ним четко работать. Вот это вот на сегодняшний день самые лучшие бронированные листы. Вот самые лучшие. Российского производства делаются всего год, но уже очень серьезных результатов добились. Вот стреляли сами. 12 попаданий с 5 метров пулемет Б-32 боеприпасы. И самый новый боеприпас, который еще пока ни у кого нет, кроме конструкторов, 739. На 100 метров пробивает 100% пробития со всех попаданий. БТР. Броня БТР одна сторона. 24 мм брони. А это держит? Это держится. Достань, пожалуйста. И что очень приятно, что это российское производство, нам никакие санкции не помеха. Вот это, допустим, израильское производство, вот плиты. 3 килограмма 200 грамм весит всего-навсего. Ну, сделано анатомически удобно для тела, то есть не квадрат просто, а уже специально разрабатывается. С учетом наших пожеланий. И что самое приятное, что по цене вот это вот наше дешевле получается, чем вот мы завозим израильское. Я очень много бывал в Москве, везде, сразу. Такого я не видел. В магазине можно не только закупиться одеждой и спецсредствами для профессионального ведения боя, но и научиться его тактике. Специальные видеоролики, которые транслируются через мониторы, помогут в этом. Денежные средства на создание этого магазина были выделены из фонда первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Цель вообще и задачи, которые мы перед собой ставим, это не получение какой-то прибыли вот с этого места, а главной задачей, которую поставил Рамзан Ахматович по этому месту, это обучать наших военных. Аналогов данному магазину на Северном Кавказе нет вообще, даже близко, по своему наполнению, по насыщению и по объемам. Данный магазин является одним из самых крупных в России. Любому покупателю консультанты смогут помочь в выборе товара. Персонал магазина в течение 2 месяцев проходил обучение у специалистов из Москвы. Для сотрудников правоохранительных органов, желающих произвести тюнинг оружия, открыта мастерская. В ней это сделают специалисты. Кроме того, как отметил помощник главы республики по силовому блоку Даниил Мартынов, в будущем здесь откроется своего рода учебный центр для сотрудников правоохранительных органов. Ислам Агамадов, Адам Хаджиев, Магомед Мударов, Абубакар Зубайраев. При поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Новости 7. На неделе глава республики наградил медалью ННС жительницу села Автуры Марху Хадизову. Двое ее сыновей Турпал Али и Хаджимурат Юсупхаджиева погибли в ходе боестолкновения с участниками НВФ. Глава отметил, что власти никогда не забудут их и сделают все, чтобы сохранить мир, достигнутый мужеством и ценой жизни таких парней. Женщина поблагодарила Рамзана Кадырова за визит и внимание, которое он регулярно оказывает всем матерям, потерявшим своих сыновей.
Där är det väl då inte tur på då. Och det hålls det när och det då håller då och när hos vision då att det kan oss det kanske oss då och det är mer där oss det kan inte vara då. حسن ديك نعناع شنو هو غادي يشتغل ده نعناع شنو راس أول ده مسافة بالشيء أول ديك إيش بيش كإيش الدونين سي الدون خال فميدا لو إيش يأكل ده إيش تون دون وزن وقت أبين دون إذا ما كان تعامل عنان يود إيش تون حدوش هذه إنه هو ده دون زي زي شنو ده يدالي يا تشيريز وصاشنا صدقر صغير صدقر. А затем глава республики посетил зиярат имени Баматгирея Хаджи Митаева, который был реставрирован в 2009 году на средства фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Баматгирей Хаджи был шейхом кадирийского тариката и последователем Кунта Хаджи Кишиева. Глава прочитал дуа возле его могилы и выпил воды из источника. После этого Рамзан Кадыров побывал на месте строительства мечети имени Баматгирея Хаджи Митаева. Она строится в турецко-османском стиле и будет рассчитана на более чем на 5000 человек. Святыня занимает площадь около 2 гектаров. Рамзан Кадыров поручил особое внимание уделить качеству. Сдать религиозный объект планируют в течение этого года. Как обстоят дела в агропромышленном комплексе региона? Этот вопрос глава республики обсудил с руководителем Минсельхоза. Муса Дадаев рассказал, что в целом рост показателей наблюдается во многих отраслях сельского хозяйства. Увеличиваются посевные площади, повышается поголовье крупного и мелкого рогатого скота. Также ведомство поставило перед собой задачу обеспечить население республики овощами местного производства. Министр доложил и о том, что спрос на чеченскую продукцию растет и за пределами региона. Все это хорошо, отметил Рамзан Кадыров и добавил, что продукция и впредь должна быть экологически чистой, без химических добавок. Приоритетным для региона является не количество, а качество, так как это в первую очередь здоровье нации. Первая начальная задача, так сказать, чисто экологически чистый продукт. Истяхам, я был без министерства, на любой частный вождь, он sagt, я что добавил веществ, он sagt, Адам Дон, 130 лет, 150 лет, да, еще мы Адам Дон. Правильно питаться леча, Дон. Адам духуда, в первую очередь, да, Адаму не питаться леча, Адам духуда что. Адам организм расчет мотори за 100 лет, а вы средний Дон. 60 так, я так угодно, и мог швать, 120 Дон, правильно питаться лечь хватит. Нормальные люди, но во всем мире, да, стараются правильно питаться, да. Вопросы наращивания производства отечественной сельскохозяйственной продукции и импортозамещения обсуждались на неделю в Москве. В работе 26-го съезда Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств приняла участие и Чеченская Республика. О чем конкретно говорили, какие проблемы стоят перед сельхозпроизводителями в новых экономических и геополитических условиях и каково их решение. Председатель Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Чечни дал интервью нашей программе. Леч Алиевич, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что из себя представлял 26-й Всероссийский съезд фермеров России, какие важные вопросы там обсуждались? Рассматривались на съезде актуальные вопросы о роли фермеров в стратегических задачах обеспечения продовольствием страны в период импортозамещения. В этом году агропромышленному комплексу выделено, когда рассматривался бюджет в Думе, 200 миллиардов рублей. Вот когда проводилось мероприятие, когда правительство просматривали, какие отрасли можно в создавшейся ситуации экономического затруднения срезать, агропромышленный комплекс оставили, еще примерно добавили к этому 45 миллиардов рублей. Таким образом, ситуация с ухудшением финансового состояния страны на обеспечение агропромышленного комплекса не повлияла. А каковы итоги съезда? На этом съезде открыто говорилось и о том, что минеральные удобрения, которые производятся Российской Федерацией, 90% вывозятся за границу. Для Российской Федерации остаются 10%. Говорилось на съезде, о необходимости строительства не только помещений для производства продукции, но и жилья
на тех участках, которые выделены для фермерских хозяйств. В Чеченской Республике где-то около 3500 фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, фермер называется. За ними закреплено 60 тысяч гектаров земли, из них 59 тысяч пахотных земель. Леч Алиевич, у меня такой вопрос. А какие на сегодняшний день существуют программы поддержки фермеров? Программы на сегодняшний день существуют. Программа, по овощеводству, программа по начинающим фермерам, программа по семейным животноводским фермерам. У нас где-то 19 программ разработаны, даже, я мог бы сказать, и более. Они переданы Министерству сельского хозяйства Российской Федерации. Пока принятых таких, нам известно 4-5, будут, увеличены программа развития начинающих фермеров, программа развития семейных животноводских ферм. И эти виды целевые программы, они оправдывают, что выделение средств на эти программы государством будет увеличено. Говоря о развитии крестьянско-фермерских хозяйств, насколько активно сегодня люди идут в сельское хозяйство и какие направления в этой сфере деятельности для нас остаются открытыми и перспективными, на ваш взгляд? Безработица, которая у нас есть, ее можно ликвидировать, привязав некоторую часть населения к сельскому хозяйству. Продукция сельского хозяйства, она востребована, тем более востребованность повышается с этим введенными санкциями. Так что есть возможность буквально за счет агропромышленного комплекса вовлечь людей в производство, создать рабочие места и создать благополучие для Чеченской Республики. Леч Алиевич, спасибо вам огромное за это интервью. Спасибо, что согласились ответить на наши вопросы. В этом году воспользоваться услугами многофункциональных центров смогут более 90% населения Чечни. Об этом заявляют в Минэкономразвития. В республике уже функционирует 11 МФЦ и 6 их филиалов. По данным Министерства экономики России, наш регион находится в числе субъектов, где успешно реализуется этот проект. Магомед Салтымурадов расскажет подробнее о нем и напомнит, какие услуги оказывает МФЦ населению. Ему слово. Первый многофункциональный центр Чеченской Республики заработал в 2013 году. Его учредила мэрия Грозного, поэтому воспользоваться услугами и оценить работу центра первыми смогли горожане. Правда, тогда, 2 года назад, в нем оказывали только 8 муниципальных услуг. К тому же, из-за слабого взаимодействия между ведомствами работа поначалу не ладилась. Однако сегодня совсем другая картина. В республике успешно функционирует уже 11 многофункциональных центров, 6 филиалов и 10 удаленных рабочих мест. Они способны оказывать услуги почти половине населения республики. В соответствии с 601 указом президента Российской Федерации показатель охвата населения сетью МФЦ на 2014 год составлял 40%. Республика достигла показатель 41,5%. На сегодняшний день мы охватываем 45,9% населения республики. Только в одном республиканском многофункциональном центре, который открылся год назад, за это время рассмотрено более 20 тысяч заявлений. В среднем в день обращаются порядка 200 человек. Чаще всего к нам обращаются по Росреестру. Это услуги государственной регистрации права на недвижимость и постановка на учет. Также обращаются по услугам ФМС. Это на подачу документов на загранпаспорт. Всего многофункциональные центры республики оказывают 130 государственных и муниципальных услуг, начиная от госрегистрации прав на недвижимое имущество и кадастрового учета, вплоть до приема заявлений о постановке на учет и зачисления детей в детские сады. То есть в многофункциональные центры можно обратиться практически по любому вопросу. Согласно указу президента России, в 2015 году сеть многофункциональных центров должна покрыть услугами 90% населения всей страны. Для достижения данного показателя нам необходимо создание еще 201 удаленного рабочего места. Система МФЦ включает в себя все населенные пункты Чеченской Республики,
включая такие населенные пункты, где численность населения превышает 1000 человек. Многофункциональные центры призваны избавить население от бюрократических препонов при получении и оформлении документов. Принцип одного окна уже доказал свою эффективность. Это очень удобная и нужная система. Сейчас проводится работа по улучшению качества оказываемых услуг, так как между ответственными органами власти, как федеральными, так и региональными, пока еще возникают проблемы при взаимодействии. Пути решения этого вопроса уже известны, и, как заверяют ответственные лица, в самое ближайшее время неполадки будут устранены. Механизм заработает, как швейцарские часы. А сейчас время нашей постоянной рубрики «Экспресс-7». Коротко другие заметные события недели. Глава республики побывал с инспекцией в Шали. Он выразил недовольство санитарным состоянием города и сделал замечание руководству. Затем проверил ход строительных работ в Шали-Сити. Рамзан Кадыров остался доволен темпами. 6 многоэтажек уже возвышаются в центре города. В ближайшее время рабочие приступят к оформлению фасадов зданий. Побывал глава на месте строящейся мечети, которая рассчитана на 20 000 человек. На второй день после визита главы республики в Шали прошел субботник под руководством главы администрации. На встрече с начальником Грозненского линейного управления МВД России глава республики поздравил весь личный состав с Днем транспортной полиции. Он поблагодарил Ломали Ильсаева за хорошую службу. Рамзан Кадыров отметил, что огромный вклад в восстановление чеченского управления внес первый президент республики, и назначение Ильсаева на должность руководителя тоже была его инициатива. Дальновидность Ахмада Хаджи видна в результатах. Грозненское управление занимает первое место в СКФО. Вопросы повышения инвестиционной привлекательности Чечни и сотрудничества в экономической и социальной сферах глава республики обсудил с председателем правления акционерного общества «Сагаз» Сергеем Ивановым. В рамках стратегии развития СКФО в ближайшие 10 лет в республике планируется реализовать более 50 крупных инвестпроектов на общую сумму свыше 170 миллиардов рублей. Сергей Иванов отметил, что при этом опыт и ресурсы крупнейших российских страховых компаний могут быть полезны для Чечни. И добавил, что экономика республики обладает большим потенциалом и с каждым годом становится все более привлекательной для инвесторов. Глава республики посмотрел, как идет подготовка к отчетному концерту девичьей вокальной группы «Фирдаус» и остался доволен увиденным. Здесь же министр культуры показал книгу, которую выпустило профильное ведомство. Это пособие по изучению игре на дечик-пандуре. Затем Кадыров побывал на репетиции ансамбля «Нохчо». По поручению главы республики коллективу повысили заработную плату. Глава республики продолжает следить за тем, как готовится к международному турниру Абдулкерим Идилов. Напомню, соревнования должны пройти в Колизее 14 марта. Ожидается 18 боев, главным из которых станет бой между Идиловым и бразильцем Тиагу Тассату Монако. Готовят чеченского бойца дагестанские спортсмены Шамиль Завуров и Руслан Магомедов. В эти дни все трое подписали контракт на 2 года с республиканским клубом «Ахмат». И смотрите далее в нашей программе. Дела сердечные. Будете вставать, ходить, двигаться. Национальный год борьбы с болезнями сердца стартовал. С чего начнут снижать уровень смертности? У нас есть все необходимое оборудование. И как остро стоит эта проблема в Чечне. У нас примерно такая же и смертность, как и в других регионах. Первый лагерь в горах. Наша задача – помочь этим ребятам. Кизиной Ам на несколько дней стал местом для духовного воспитания. Разъяснять им ислам как воинственную религию. Спорт, религия, культура. Что еще в программе? Чем закончилась большая молодежная встреча? Этот год в Чечне, по данным Минздрава, пройдет под эгидой профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Министерство разработало план мероприятий, направленных на борьбу с ними. Людей, страдающих сердечной недостаточностью, в республике более 230 000. Условия для их лечения усилиями и властей, и врачей создаются, но не всегда получается оказать необходимую помощь. Нередки случаи, когда требуется вмешательство федеральных клиник. Новые меры должны в какой-то мере решить и эту проблему. В первую очередь начнут с повышения профессионального уровня врачей-кардиологов и пропаганды здорового образа жизни. Подробнее о новой программе знает Магомед Салтмурадов. За свои 62 года шейх Магомед Исаев никогда не жаловался на здоровье, ни разу не лежал на больничной койке. Недавно пришлось нарушить эту традицию. Начались проблемы с сердцем. Пульс временами вообще не ощущался, и, как следствие, головокружение и частые обмороки. Недавно ему сделали операцию, поставили кардиостимулятор. Теперь я чувствую себя отлично и
хорошо. Жду, когда вот швы снимут. Я горжусь тем, что у нас есть такие врачи. За время прошедших войн в Чечне количество людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями резко выросло, а сфера здравоохранения в то время, как известно, была в упадке. Поэтому получить квалифицированную помощь пациенты с сердечной недостаточностью могли только за пределами региона. Однако пару лет назад ситуация кардинально поменялась. До сих пор мы больных, которые поступали к нам в кардиологию, направляли, потому что возможности у нас не было до 2013 года, мы направляли этих больных в Астрахань, Москву. Сейчас этих больных мы никуда не направляем, они поступают к нам со всех районов нашей республики. Иногда бывает, что других регионов, с Ингушетии, с Дагестана приезжают больные. Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи – одно из двух учреждений в регионе, где пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут получить необходимую медицинскую помощь. Пару лет назад на ее базе открылся региональный сосудистый центр, который оснащен современной диагностической и лечебной аппаратурой. Это позволяет проводить углубленные обследования и высокотехнологичные операции. В течение года выполнено более 300 обследований, это коронарографии. Из них более 100 высокотехнологических операций, стентирования. С момента открытия и проведения нашими врачами высокотехнологических операций, можно сказать даже, что уменьшилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Такие же условия для оказания помощи пациентам с проблемами сердца созданы и на базе Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн. Учитывая, что в регионе ежегодно регистрируется около 1000 людей только с одним инфарктом миокарда, палаты госпиталя практически никогда не пустуют. Вот это вот убираем и будете вставать, ходить, двигаться. Хасан Бацыгал – главный кардиолог Чеченской Республики, кандидат медицинских наук. Долгое время работал в Казани, но пару лет назад, когда позвали на родину помочь поднять сферу здравоохранения и поделиться опытом, не задумываясь, вернулся в республику. Сколько часов провел за операционным столом, уже не помнит. За 31 год практики их было слишком много. Если здесь не будет санитарки простой, эту работу нельзя выполнить. То есть это командная работа. Здесь в одном, к примеру, там стентировании участвует куча людей. Да? Мы команда, мы в 2 часа ночи, у кого-то приступ, у кого-то что-то. Команда собралась, приехала, открыла операционную, влезла в сердце, исправила, ушла. Согласно официальной статистике, в Чеченской Республике 230 тысяч человек, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это примерно 20% от населения региона. Но, тем не менее, по сравнению с другими субъектами, в Чечне число людей с проблемами сердца гораздо меньше, утверждают врачи. Если в среднем в России на 100 тысяч населения от сердечно-сосудистых заболеваний умирает где-то около 700 человек, в нашей республике на 100 тысяч населения при повторных пересчетах, нам иногда бывает неудобно эту статистику показывать, в нашей республике это около 250 человек, значительно меньше. Такие цифры обусловлены многими факторами. Одна из главных причин связана с тем, что людей, наиболее подверженных сердечным заболеваниям, в республике на долю населения приходится значительно меньше нормы. Это контингент от 40 лет и выше. Причина – прошедшие войны. Но, тем не менее, такие заболевания только в одной Чеченской республике ежегодно уносят жизни больше 6 тысяч человек. Если взять, допустим, гипертоническую болезнь, у нас на нашу, скажем так, не слишком большую республику приходится 70 тысяч человек, страдающих этим заболеванием. Ишемической болезнью сердца болеет 49 тысяч человек. Стенокардия напряжения 25 тысяч человек. И это только те люди, которые зарегистрированы в медицинских учреждениях. В связи с указом президента России Владимира Путина объявить 2015 годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, Министерство здравоохранения Чеченской Республики разработало план мероприятий по профилактике таких болезней, который состоит из 3 этапов. Первым и основным в этом плане является изменение отношений людей к своему здоровью, чтобы у них была приверженность к здоровому образу жизни, отказ от вредных привычек, от малоподвижного образа жизни. В рамках этой стратегии планируется также усовершенствовать систему оказания медицинской помощи и повысить квалификацию врачей. Документ рассматривается Министерством здравоохранения России. Ожидается, что уже в апреле начнется реализация программы. Главная задача разработанной стратегии – это снижение уровня смертности и увеличение продолжительности жизни людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это огромная и кропотливая работа, которая требует много времени и усилий. Но несколько важных шагов на этом пути Министерство здравоохранения Чеченской Республики уже сделало. Магомед Салтумрадов, Магомед Мударов и Абубакар Зубайраев. Новости 7.
Впервые в истории культурной жизни республики в Чечне создается детский симфонический оркестр. Уже прошел отборочный этап, по итогам которого 20 детей, воспитанников музыкальных школ, попали в список будущих участников оркестра. Идея его создания принадлежит главе Чеченской Республики. Это первый шаг к развитию классической музыки в регионе, к подготовке специалистов в этом направлении искусства. Слово Елене Халидовой. Юный скрипач Ахмед Джатыбаев готовится к очередному занятию – игре на скрипке. Воспитанник Чеченской национальной музыкальной школы – один из 13 учащихся, прошедший конкурсный отбор в первый в истории республики детский симфонический оркестр. Вместе с Ахмедом здесь учатся его сестры. Все свободное время девочек проходит в усердных тренировках в освоении этого интересного инструмента. Несмотря на юный возраст, девочки твердо знают, чего хотят от жизни. Она очень похожа на принцессу. Вот головка, вот шея и вот как будто бальное платье. И у скрипки звук очень красивый. Я мечтаю, что когда я вырасту, чтобы стать знаменитой скрипачкой. Обучением детей будут заниматься артисты Чеченского государственного симфонического оркестра, который был создан в республике 4 года назад. Главой Чеченской республики было дано поручение о создании такого уникального проекта, о его реализации детский симфонический оркестр. Для чего это делается? Для того, чтобы пусть через 10 лет, пусть через 15 лет у нас будет свой симфонический оркестр. Детский симфонический оркестр откроет новые возможности для многих талантливых детей. Его будущие солисты, учащиеся музыкальных школ республики. Первый отборочный этап конкурса прошел в театрально-концертном зале Грозного. Вместе с жюри выступления детей слушает главный гость – министр культуры Хошбау Дидаев и артисты Чеченского государственного симфонического оркестра, которые поставили на сцене показательную программу. Юные артисты исполнили разные музыкальные композиции. Конечно, все они адаптированы под детское исполнение как по сложности, так и идее, и все же это не отменяет традиционной строгости в отборе участников. Выступающие пробуют себя на разных инструментах – скрипке, флейте, кларнете, виолончели и гобое, смотря кому что ближе. Услышать здесь можно было и игру на народных инструментах. Особенно министру понравилось выступление юного Хамзата Исмаилова. Ему Хошбау Дидаев преподнес в подарок Дечик Пондер. В первом прослушивании отобрано 25 детей. В дальнейшем организаторы собираются набор продолжить. Коллектив, казалось бы, только формируется, а уже сулит большое будущее. Особое значение он будет иметь для эстетического воспитания публики, а также ранней профессиональной подготовки талантливых детей. Это, бесспорно, новый шаг в развитии классической музыки посредством внедрения в практику новой формы массовой концертной работы. Елена Халидова, Магомед Сулейманов и Абубакар Зубараев. Новости 7. В Чечне открылся первый молодежный спортивно-образовательный лагерь «Кизиной-Ам-2015». Он расположился на берегу озера и организован, по словам инициаторов, с целью воспитания в подрастающем поколении духа патриотизма. В течение нескольких дней участники проекта, это в основном дети из неблагополучных семей, ходили на семинары, состязались в самых разных спортивных соревнованиях и совершали экскурсии. Высоко в горах у жемчужины Кавказа побывала и наша съемочная группа. Репортаж Адама Хаджиева. Многие из этих ребят впервые побывают в горах, тем более в таких незабываемых, как в Чеберлоевском районе. 25 детей из неблагополучных семей и состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних отправились в первый спортивно-образовательный лагерь «Кизиной-Ам-2015». Наша задача – помочь этим ребятам найти себя, возможно, в начале своей молодой жизни, чтобы они смогли увидеть что-то новое, узнать много интересного. Эти ребята, находясь рядом друг с другом, именно в таком состоянии, наверное, открывается какая-то новая форма общения, где они понимают, наверное, необходимость единения. Молодежный лагерь начал свою работу с утренней зарядки. После длительной разминки, пробежка и завтрак. Перед началом первого учебного тренинга эксперты и участники форума сфотографировались на память. Организаторы отметили, что дружеские отношения, сложившиеся в рамках работы лагеря, непременно должны быть продолжены и в дальнейшем.
Тренинг, направленный на развитие коммуникативных способностей у детей, прошел достаточно живо. Они хоть поначалу и волновались, но позже активно включились в игру. По заданию тренера нужно было на листках написать имя человека, на которого им хотелось бы быть похожими. Я написал имя пророка Мухаммада, потому что я жил в Боге. Важным направлением в программе форума была и духовно-нравственная работа с молодежью. Все 5 молитв ребята совершали в мечети во дворе спортивно-туристического комплекса Кизиной-Ам. Здесь же для детей читали проповеди о современных угрозах, таящихся во всемирной паутине, и необходимости соблюдения истинных религиозных предписаний. Поучительные наставления имама касались самых разнообразных тем. Проповедь была направлена на следующие направления для того, чтобы ребята не теряли время зря, чтобы они использовали каждый момент как для своего здоровья, так и для духовной пищи, чтобы они много поминали Аллаха, чтобы они занимались спортом, чтобы они не вредили ни себе, ни другим людям, чтобы они были полезны для себя и для общества. Бокс, футбол, баскетбол, грэпплинг и ММА. У подростков была возможность заняться любым из перечисленных видов спорта. Многие выбрали последний. Узнать различные приемы и методы борьбы детям помогали опытные спортсмены. Энтузиазм, конечно, у ребят есть. Начальная база, вот они до этого год 3 месяца занимаются тэквондо. Интерес к спорту вот именно у этих детей есть. Мы отобрали именно таких детей, которые более-менее вот тянутся к этому виду спорта. На семинаре по профилактике экстремизма и терроризма обсудили негативное влияние социальных сетей. Специалисты посоветовали молодым ребятам отказываться от сомнительных сайтов и непроверенной информации религиозного характера. Такая предусмотрительность будет защитным щитом между злоумышленниками и молодежью. Они в том возрасте, наша молодежь, когда они выбирают жизненные ориентиры. И сейчас главное донести для них какие-то основные правила, по которым они должны жить. И особенность касаемо религии, то, что есть настоящий ислам. Организаторы сделали большой упор и на игровую психотерапию. Она позволяет детям раскрепоститься и лучше узнать друг друга. Молодцы! Вот, отлично! Такого рода упражнения развивают в детях чувство единства и доверия. Игровая форма подачи информации очень эффективна, отмечают тренеры. Здесь вообще задача такая, чтобы расширить кругозор ребят, дать им новые формы передачи информации. Вы видели, насколько бурно они реагируют. Мы отказались от простых семинаров, от прямой передачи информации. Вот в игровых формах, в тренингах ребята идут навстречу, есть обратная связь. Молодежный спортивно-оздоровительный лагерь Кизиной-Ам-2015 включал в себя не только профилактическую составляющую. Организаторы провели мероприятия и по укреплению межнациональных связей. О необходимости тесного взаимодействия говорили на встрече участников лагеря Кизиной-Ам-2015 с молодежью из села Анди. Этот населенный пункт находится по соседству с Кизиной-Ам. Организаторы форума отметили, что чеченцы всегда жили в дружбе. Эти добрые традиции с каждым днем будут только укрепляться. Заметным событием молодежного лагеря Кизиной-Ам-2015 стал визит известного чеченского спортсмена Лечи Курбанова. В недавно построенном спорткомплексе он показал участникам форума свои фирменные приемы. Раз, ударил, встал, стойки. Встал. В течение нескольких дней детям рассказали, как стать полноценным членом общества. В условиях, когда молодежи предлагаются сотни фальшивых идей, такую помощь от взрослых можно считать бесценной. Адем Хаджиев, Юнади Шалаев и Абубакар Зубайраев. Новости 7. На этом у нас все. Следующий выпуск Новости 7 смотрите ровно через неделю. Мы расскажем вам о самых значимых и интересных событиях. Спасибо, что были с нами. Адикевич.